Очередной выпуск программы «Амчра» на канале Абхазского телевидения. Здравствуйте! Какие основные проблемы сегодня в Гальском районе и как глава видит пути их решения? Есть ли конкретная программа? Об этом в интервью нашей программе рассказал глава Гальского района Константин Пилье. Константин Эдуардович, вы некоторое время были депутатом парламента, затем долгое время были председателем городского собрания. Сейчас вы в исполнительной власти. Это новая должность для вас. Как вам в этой должности? Комфортно? Насколько комфортно? Это был большой опыт и очень нужный опыт. В чем разница? Там та работа, ты там первый среди равных. И нужно, если получить какой-то результат, ты должен разговаривать с каждым депутатом, ты должен находить слова, убедить, переубедить и тем самым заручиться его поддержкой. В этом смысле здесь работа совершенно другая. Тут задачи ставит государство, я собираю коллектив, но мы все вместе садимся, и я обычно спрашиваю все мнения, последние выводы, конечно, за мной. Вроде пока получается. Указ о вашем назначении был подписан 21 июля. Как вообще произошла смена, скажем, глав? Как предыдущий глава вас принял? Предыдущий глава был Бганба до меня. Он все сделал очень правильно. Он нас встретил, он привел в кабинет, он передал дела, я ему за что благодарен, мы с ним на контакте. Тут район специфический, бывают такие тонкие вопросы, которые традиционно нужно решать в определенном направлении, даже не имея каких нормативов. Вот все коллеги предыдущие меня поддерживают. Вы возглавляете район уже около 7 месяцев. Вы сами только что сказали, что Гальский район, он специфический, непростой. А какие основные проблемы в районе вы для себя определили? И задачи в районе стоят большие. Это самое основное, это привести это всю легализацию, идентификацию населения и потом определить, кто на что гораздо, кто что может. В жилищно-коммунальном хозяйстве вообще комплекс проблем. В том числе водоснабжение проблематичное. Вся сеть 12-километровая труба, две трубы, одна с диаметром 500, одна 700. Мы ездили не раз, смотрели, она вся в дырах, требуются огромные средства, огромный ремонт. Мы обратились в правительство, написали проект, чтобы попасть в план инвестиционного содействия. Ждем оттуда результатов. Водоснабжение проблема. Не было тарифов на оплату населения за воду, за вывоз мусора, количество скота в районе, кто содержит, чей скот, дороги, светофоры. Огромный комплекс, который нужно решать. Это большой комплекс работ, это состояние домов, это подъездов, это водоснабжение. Еще раз скажу, вопрос энергетики стоит остро на сегодняшний момент. Кстати, по оплате самый высокий процент во всех районах это в Гальском районе. Люди собирают, оплачивают, в этом смысле очень дисциплинированные. Само состояние сетей. В села требуется заменить столбы, чтобы провести электрику. Требуются кабеля. Я обращаюсь, работаю с руководством Черноморэнерго. Сами закупаем, сами достаем. Но это все из села в село, из села в село, таких 18. Структура, конечно, ветхая. Когда вы соглашались на эту должность, у вас было видение? Вообще вы знали о проблемах, вы знали, что здесь происходит? Общего понимания, конечно же, я не имел. Я понимал, что он нужен руководству, нужен стране, людям. После месяца у меня было предложение. Я все положил на весы и понимал так: относись к делу по совести, по-честному, делай, что можешь, а там результаты тоже будут. Определенного на тот момент у меня понимания не было. Сейчас, спустя 7 месяцев, уже наверняка у вас должен быть конкретный план действий, потому что без программы, без написанной, где все учтено, расходы, люди, без этого, мне кажется, никакое дело не получится. Дорожная карта в сегодняшний момент – это работа, направленная сельским хозяйством. Это основное тут. Тут восточная граница, она сегодня у нас практически на замке.
ну, там только оборудование для Черноморэнерго, только неправительственные организации своими задачами. И так население не ходит, и экономика в этом там стоит. И потому только весь упор мы сейчас делаем на открытие новых земель, коих около 5000 га еще можно, так называются не тут залежи, это те, которые можно очистить от сорняков и привести это бывшие чайные плантации. И вот упор делаем на сельское хозяйство. У нас программа и под 100 гектаров вообще для населения посадить кукурузу для помощи. К нам приезжает очень много предпринимателей, желающие заняться сельским хозяйством. Население трудоспособное, земли есть, и весь упор у нас на сельское хозяйство. И некие проекты уже, решение принято, документы выданы, и с первыми вот, хорошими погодами начнутся работы. Обратилась фирма Organic Agro. Даже была презентация, я потом вам покажу ее. Они вкладывают более 3 миллионов долларов. И они запросили 400 гектаров земли на посадку голубики. Мы договорились на этом этапе о 200 гектарах. Если 200 успешно будет освоено, то все остальное пока в резерве. И это посадки голубики. Оно трехлетнее, это около 300-350 рабочих мест. Это вся инфраструктура, это вплоть до не просто выращивания, это переработка. Это фасовка, упаковка, весь цикл. Эта программа начана, распоряжения выданы. Вот сейчас идут подготовительные работы, ограждают. Вот такое, вот, это самый такой глобальный. Это уже говорит, что инвестор сюда в район пошел, и пошел крупный инвестор. Это одно из много обращений. Но вы знаете, с каждым подходим индивидуально. Люди приходят, обращаются, вот мы хотим земли. Никому не отказываем. Политика в районе такова. Даем все и всем, лишь бы кто-нибудь что-нибудь мог делать. Соответственно, не внешнее решение принимать, да, там, это итоговое за мной. Я отправляю на земельную комиссию, которая состоит из ряда коллег. Они приглашают этого человека, выезжают с ним на район, дослушивают, смотрят его программу. Он приходит мне резюме. Да, дальше этот человек может и хочет. Я предупреждаю, в течение года какие-то работы не начнутся, уважаемые, я вынужден буду у вас эту землю надо забрать. Все это на контрактах. Таких обращений уже с десяток. Несколько у них уже рассмотрено, несколько, сейчас ближайшая земельная комиссия будет на следующей неделе, и там рассмотрится. Обращения более мелких, таких как магазины, там, объекты торговли, и таких обращений немало, что мы тоже поддерживаем. Я прямо так и говорю, просто помогаю всем и вся, уйдем от бюрократии, все сделаем очень быстро, лишь бы кто-нибудь что-нибудь мог тут созидать. Кальский район был богатым районом еще в советское время. Здесь очень плодородные земли, как вы уже сказали, практически здесь произрастает все. И тем не менее, в последнее время часто говорят о теневой экономике. Что вы предпринимаете, чтобы привести вот все это в порядок? Все это следствие отсутствия документов. Люди, начиная что-то делать, они даже не могут официально оформиться. Все это только эти последствия. Другой, как такой теневой экономики, если вы, конечно, про границы, да, о незаконных оборотах и все. Но это вопрос силовых структур, вопрос не администрации. Но мы тут делаем все, чтобы вывести это все на свет. Потому я и говорю, я поддержу всем, лишь бы кто-то что-то хотел делать. И в районе ведется такая политика. Константин Эдуардович, в Фейсбуке обсуждают, что вы здесь со своими друзьями в районе крышуете майнинговые фермы. Что вы можете ответить? Как вы мне ответите? Вот вам я отвечу. Обычно я на фейке не отвечаю. Я не отвечаю анонимам и всем людям, которые не имеют какой-то идентификации. Это правило у меня такое. Ну, вам я отвечу. Вы мне задали прямо в глаза вопрос. Ни в районе, ни в стране, ни во всей республике никакого отношения к майнингу криптовалют у меня нет. Ни у меня, ни у моих друзей. Говорю, это официально. Если у кого-то есть какие-то данные, что-то возможно, я готов ответить, ну, в рамках закона. Хочу, чтобы это было письменно, хочу, чтобы это было в глаза. Я в глаза, я отвечу. Теперь по вопросу вообще этой борьбы, если об этом касается, и если позволите, тогда об этом скажу.
было совещание в администрации президента под руководством руководителя администрации президента Алхаса Алексеевича Квициния. И там, если добыча майнинг-криптовалют в районе, крупная имеется в виду. И хочу сказать сразу, те 4 майнинг-фермы, которые тут, ребята отключили сразу. Не силами МВД, как было сказано, силами Черноморэнерго местными и нашими местными. И с тех пор никто там не включился. Ну, в каком-то репортаже сказали, что после этого, где министр заверял, что да, есть еще, я сказал, я подам в отставку, если в районе окажется майнинг-ферма работающая. Потом был репортаж, что вот в Галицком районе бесточная криптная ферма, днем позже. И вот теперь реакцию от меня ждут. Это была не криптоферма, это был криптоаппарат с потреблением 2,5 киловатт. Как потребляет кондиционер, потребляет 5 при запуске, потом работает на 3. Это была не ферма, это был один штучный аппарат. Вот что произошло. Население просто поддерживает. Я не говорю, что тут так, как мы так смогли всех так запугать и отключить. Нет, просто коллеги и ребята, и все, кто майнинговал, они все поддержали. Был период, когда это было можно, был период, когда озвучен о легализации, было организовано. Сейчас, когда стране тяжело, когда тяжело всем, когда у нас переток, когда мы платим за него с бюджета, люди сразу поняли и сразу отключили беспрекословно. А всего в районе было, на 3 мегаватта всего было в районе. В Галицком районе всего 3 мегаватта было. Все отключены, и сейчас мы занимаемся этой штукой. Если кто-то на дому имеет по 1, по 2, просто просим людей, не делайте наперед. Возражений нигде нет. Ну, в принципе, я как-то не могу, у меня нет доказательств того, что у вас есть. Есть или нету? Да, нету. Так что это дело вашей мне. совести. Да, дело вы моей совести, людям да, рассказываете. Да. Ни у меня, ни отношения моих близких, ни моего косвенного какого-то отношения к доходам с майнингового бизнеса. Нету. Нету. А у меня такой вопрос. Почему в Гальском районе не живут другие национальности? Другие вот в Абхазии, другие районы как бы более или менее разбавлены. Но здесь получается такое мононациональное вот такое. Вам подавали вот заявку на жительство, на строительство? Живут у нас 27 тысяч грузин. Я официальные данные, на самом деле, мигрелы, ну, паспортами они, и ранними паспортами там было записано грузин, но надо признавать 27. 212 абхазов, ну, то, что известно. 24 армянина по национальности. Ну, вот и далее, и далее. Там, 12 русских, там, совсем такие единичные случаи. И меня тоже вот это все удивляло, почему так район, большой сельхозрайон, почему так тут какой-то моно получилось. Я до сих пор не могу понять. Вот приезжали некие предприниматели летом в парке у нас и делали такие небольшие аттракционы. Это был русский человек, приехал, просто зашел в кабинет, здравствуйте, вот я хочу заниматься предпринимательской деятельностью. Я говорю, давай, что тебе для этого надо? Ну, для этого надо ставить на учет. Я говорю, иди сейчас ставь свои карусели для детей, что пока пускай просто пользуются без оплаты, ставят на учет. Вот единичные случаи. Вот именно настоящий русский, он снова в Афоне. Он в Афоне занимался бизнесом. Вот сейчас переехал сюда, тут купил дом. И сейчас у него это на стадии оформления. Вот район экономически депрессивен. Нет никакой промышленности. Будет экономическая составляющая тут другая, придут все. Обязательно придут. В парламенте, когда утверждали бюджеты районов, депутаты попытались урезать ваш бюджет. Но вам удалось, по-моему, отстоять. Да. Сколько на сегодняшний день составляет бюджет района и за счет каких сборов он пополняется? И есть ли в районе вот крупные предприятия, кроме той же «Голубихи», которую вы назвали? Пригодился опыт предыдущей работы убеждать коллег. Ну, депутаты парламента, это мои бывшие коллеги. Я встречался со многими. Как произошло? Меня пригласили на заседание бюджетной комиссии парламента. Там было озвучено, что вот такие вот намерения у коллег и депутатов урезать дотации района на 50 миллионов. Основание было того, что у депутатов есть проекты, которые они обязаны реализовывать перед своими избирателями. И вот именно вот один из был Гальский район.
Ну, проводя консультации, я встречался, как говорится, в кабинетах, говорится, на улице с теми коллегами, убеждал их и в итоге обосновал, что все дотации, которые идут сюда под трансферу, идут только на заработную плату педагогам, работникам культуры и здравоохранения. Только на заработную плату. Эти дотации не идет, с них ручку нельзя купить. Ты не можешь канцелярию на них купить. Они чисто идут на заработную плату. Сколько это составляет? У нас 189 миллионов дотационных, 42 миллиона мы зарабатываем сами. Это проект 2021 года, да. Почему такая ситуация? В налоговой стоит на учете 52 юридические фирмы, из них только 22 сдают баланс, то есть 22 работают, это те, которые дают прибыль. И 390 индивидуальных предпринимателей. Вот это все государство, это налогообразующая база. То есть, если брать стороны налоговой, очень мало задействованы люди, мало вот это предпринимательской деятельности. Люди живут, вот когда была граница в режиме предыдущем до ковида, родственники там, дети в Грузии, родители тут, они вот пойдут сумочками в поклажах себе принесут и там покушать на неделю. Вот это все как-то вяло текущее, и молодежь уезжает. На село Приморск там практически никто не остался. Люди уезжают. Мы наоборот хотим, возвращайтесь, верните детей. Каждый, кто приходит, вот много обращений по материальной помощи, много очень. Я прошу, где ваши дети? Они там. Почему они с вами? Ну, вы знаете, а чем им заниматься, куда им пойти, там вот начинается, чем как развиваться. Я понимаю их. И потому наша задача тут создать такие условия, чтобы человек увидел перспективу на завтрашний день. Ну, как известно, короля делает свита. Вам удалось набрать компетентную команду? Любой руководитель, один в поле не воин. Я очень доволен той командой, которая поверила мне и пришла сюда. Я им называю это все коллеги служения Родине. По-другому это назвать тут нельзя. Все сорвались с мест, с насиженных, со столицы, с центра. И пришли вот тут со мной, неделю находимся мы тут. С воскресенья вечера по субботу утро. Потом разъезжаемся по домам, в воскресенье опять мы все съезжаемся. То есть вы здесь остаетесь всю Мы неделю? тут живем. Мы тут живем, мы сняли жилье. Если бы меня коллеги не поддержали, мне было бы очень трудно. Местные кадры, конечно, наверное, мы нашли бы, но такого уровня подготовки, конечно, тут не было. Гальский район, он, как мы уже отмечали, он специфический, он приграничный. Здесь вот за все послевоенное время вот часто воровали людей практически за выкуп. Такой случай даже был в 2020 году. Да. Как сейчас обстоят дела с безопасностью? Какое у вас взаимодействие с начальником РОВД? У нас тяжких преступлений было 4. Из них 3 это был разбой, и 1 было воровство человека. Но хочу... Это за 20-й год? Да, официально хочу заявить. Не на территории Гальского района. Когда произошло кража человека, Саселия фамилия была. У него есть Саселия. Не знали же, слышали о преступлении, где произошло. Гальский район. И вот сразу в оборот взяла наша прокуратура, наша РОВД. Завели уголовное дело. В ходе следствия выяснили, что похищение произошло на территории Скворчальского района. Уже дело было заведено. Люди, коллеги, работающие и в УВД, и в прокуратуре, и в СГБ, это все с многолетним стажем, знающие просто в лицо практически каждого. Очень многоопытные. Потому дело осталось тут. Фактически мы можем к себе это дело не приплюсовывать. Дело и с этим же делом связан и разбой, потому что когда украли Саселия, преступники поехали в сторону Ингургеса, и там совершили разбой. И одно преступление по цепочке второе. И эти все преступления раскрыты. Тяжких преступлений, убийств в районе нет. Все остальные небольшие средней тяжести. Около 26 дел заведено на незаконный переход. И на тех дело заводится, у кого рецидив.
вот на тех заводится. В основном, чтобы вы понимали, все проблемы у нас связаны с незаконным переходом границы. Идут самый социальный слой, кому тяжелее всего. Это бабушки под 70, 80 и за 80 лет, которые пытаются перейти к своим родственникам. Это совсем инвалиды, это совсем кому тяжело, вот они пытаются вот возвращаться, вот почему-то это все, это пояса по реке 4000 за 2020 год. 4000 Сюда не возвращаются? Возвращаются задержанных, задерживают наши российские партнеры, доставляют в нашу службу. Конечно, прокуратура отсеивает, конечно, проводит беседу, и приходится такую бабушку и старичка отпускать. Ну что, не задержишь же. Ну, беседа, разговаривать, что так нельзя, потом они там река, там они падают, там вода, там все так, такой экстрим. Люди идут на вынужденном. Это такой социальный слой, которому совсем тяжело. Такой люди и задерживают. И посему мы готовили обращение в правительство, чтобы вернуть режим. Они граждане Грузии. Мы это признаем, правда же? Значит, у них должно быть какое-то пенсионное обеспечение с возрастом, пенсии. Они должны где-то его получить, эту пенсию. Мы же им не оплачиваем, не дать же людям умереть. Значит, надо помочь получить пенсию. Эта работа тоже была связана. Вот с Грузией мы напрямую дел не ведем, само собой, но между нами есть некие неправительственные организации. Мир взаимозависим, мы взаимозависимы, и пандемии зависимы друг от друга. И вот мы через них действуем, мы приняли такое решение, что неправительственная организация, именно ПРООН, они будут возить на микроавтобусах с рассадкой через кресла из-за пандемии, пересекая нашу зону, доходя до середины моста, с той стороны банк, машина, они получают, потом мы их привозим. Это было за последние 6 месяцев, что у них накапливалось, мы смогли сделать так, чтобы люди получили. Это уже какие-то денежки, это уже то, на что можно как-то жить. А дальше? А следующий месяц? А потом? А сколько перевезешь? Это несколько тысяч. Это несколько тысяч граждан, проживающих у нас на территории пенсионного возраста. Далее начинаются категории инвалиды, групп, многодетные, проживающие у нас, являющиеся гражданами Грузии, которые тоже должны получить какие-то пособия на жизнь. Или тогда мы им должны чем-то обеспечить, или дать возможность им это получить. Огромный комплекс. Но я впервые его озвучиваю вот так вот в эфир обычно. Старались об этом не говорить, потому что наши многие, в общем-то, не понимают, о чем идет речь. Вот Грузию начинает. Я говорю, да при чем тут Грузия? Слушайте, при чем тут государство Грузии? Мы говорим о людях, которых проживают у нас. А вообще, по правде, это наши люди, это наши жители. Я говорил и в парламенте громогласно это сказал, в борьбе с одним человеком целый район отдали. Это правда, зачем надо было это делать? И вопрос в дальнейшем, если вы мне зададите, я хотел бы, что вот мое видение. Вопрос был такой, паспортизация, вот, легализация жителей, это один из основных вопросов, нерешенных уже за все послевоенное время. Да, один из самых главных вопросов. Что произошло? Вот люди имели наши абхазские общегражданские паспорта, они имели паспорта, никто не говорит, да, человек ищет, где лучше, рыба где глубже. Ну, имея паспорт Грузии, человек, проживающий там грузинской национальности, получал какие-то преференции, связанные с гражданством Грузии. Люди некие пошли, кто-то сделал себе гражданство Грузии, да, там, чтобы и только из-за материала. Ну, это факт произошел. Хорошо, потом у нас парламент принял, да, там признание абхазских паспортов недействительными. Есть большая категория людей, которые хотят отказаться от гражданства Грузии. Реально, есть самурзаканские абхазы, это поколение чьи деды абхазы, которые по крови абхазы, которые это знают. Есть многие, которые хотят вернуться. У них нет такой возможности практически. Переходя на грузинскую сторону, обращаясь к властям Грузии об отказе от гражданства, им тогда встречный вопрос от руководства, от грузинского руководства, а в пользу какого государства вы хотите отказаться от грузинского? Нет, Абхазия.
так как грузины считают нас своей территорией, отказ от Грузии в пользу Грузии, у них тоже нормативов нет, и они их не отпускают. И люди вот и там оторваться не могут, и тут мы им дать ничего не можем. Ну, вообще коллапс самый настоящий. Поэтому нужно, я вот думал, обратиться в парламент, сказать свое видение. Если человек действительно имеет желание изменить, да, вот это вот свое такое положение, отказаться, он пусть напишет нам, что я отказываюсь от всех видов гражданств в пользу абхазского гражданства, написал нам. Все, мы, наверное, должны какой-то норматив, уже как-то нужно это упорядочить. Что касается видов на жительство, но виды на жительство выдаются только гражданам, у кого есть непрерывное проживание в течение 10 лет. А непрерывным проживанием, доказательством служит его регистрация в органах милиции, там, ни у кого этого нету. По сельским книгам это выдача, понимаете, это выдать не можем законным способом. Я не о нарушениях говорю, я говорю о норме закона. Выдать так четко не можем. Получилось, это по видам пожили. Форма 9 вообще какая-то неизвестная форма, она вообще никуда. Правда, по виду на жительство можно там получить права. Но есть еще одно. Население не все хочет его брать. Они говорят, мы тут родились, мы тут живем, мы тут наши предки, наши деды, наши прадеды. Почему мы должны брать какой-то вид на жительство? Есть и такие мнения. Я им говорю, вы пока возьмите. Это никак не закроет вам дорогу на получение гражданского паспорта. В дальнейшем ваши дела будут рассмотрены. Государство в этом направлении работает. Создана рабочая группа, будет норматив, это никак не закроет вам дорогу на получение гражданства. А потом по каждому индивидуально будет принимать решение. Но эту работу надо начинать. Конечно, не всех под одну гребенку. Нужно определять, да, кто желает процветанию, развитию страны, кто искренне, да, за развитие Абхазии, и кто нет. Ну а какие опасения? Вот самое главное опасение это то, что демографический перевес будет. В том смысле, что... Правда. Их много здесь, Правда. и они будут с абхазскими паспортами, они будут влиять на какие-то политические процессы. Это самое основное опасение. Так И эта мысль, что будет влиять на общую политическую, да, составляющую. И тут проживают люди, оказались, многие из которых родственники тем, кто с нами воевал, да, кто проливал кровь. И поэтому вот от этого уже нужно уходить. Те, кто действительно участники были вот этих войны, вот этих бед, тут таковых нет уже. Ну, если кто-то их двоюродный, троюродный, тут и сын за отца не отвечает. Зачем это? Вот этого нужно уходить. Ну, есть вообще какой-то выход из этой ситуации? Программа президентом озвучена. Мы готовим некий пакет документов, который будем направлять в правительство, в парламент и в администрацию президента. И наше видение там все будет указано. Как известно, на сегодняшний день мусор вывозится из Сухума, он привозится сюда, в село Шашипара, по-моему, здесь вырыты 2 котлована. Насколько мне известно, они уже переполнены, жители жалуются. Как вы собираетесь решать эту проблему? Осенью прошлого года мы выезжали большой делегацией, так сказать, с руководителями. Котлован уже практически заполнялся. Самого Гальского района выход бытовых отходов небольшой. В частном секторе обычно в домах жгут, там не такое. Вывозится только в многоквартирных домах. У нас огромный поток мусора, который идет ежедневно, около 10 машин со столицы. Это так заполнило. И вот эти 2 котлована полные. Сейчас на период, пока реализовывается проект в Ливском районе, я точно знаю, потому что, будучи председателем собрания, мы об этом говорили, то мы хотим вернуться к старой месту свалки, где был во времена Советского Союза, там почва такой суглинок, который не пускает вот эти грунтовые воды, после дождевые воды, которые не пойдут в грунт. Мы намерены в ближайшее время пока передислоцировать там, вернуться к старому месту, которое было вот 30 лет назад, там была свалка. Ну, за 30 лет вот эти отходы, они оседают, они превращаются практически в землю, и там еще некоторый период мы там потянем. Больше мы там не потянем. Я слышал и угрозы от населения, что мы там перекроем мост на местное население. Да сколько можно сказать, что они совершенно правы, я их поддерживаю. И сейчас их просил, дайте еще небольшой период, мы это место закроем, вернемся к старому месту, но это будет в течение года, возможно.
Ждем открытия свалки в Гульжипском районе, которая будет подготовлена, которая будет с сортировкой, со всеми делами. Вот настолько это задерживает. Ну, как вы знаете, неправительственные организации помогают. Я обратился в некую неправительственную организацию и попросил рассмотреть проект мусоропереработки. Он аппарат стоимостью около 12-14 миллионов рублей, недорогое российское производство, где он запускается сжиганием, потом работает с помощью самого мусора, он его жжет. Но там использован метод обратной тяги, где дым, возвращаясь через пламя, через температуру, тоже расщепляется, и у него практически нет выхлопа. Это новая технология, которая на рассмотрении. Было бы хорошо, если мы тут все остановили бы. Этим проектом занимаемся. Какое достижение вы считаете самым главным на посту главы района? Самое главное, это что уровень доверия населения к власти изменился кардинально. Это самое важное. У вас в городе установлен ящик доверия. Почему вы выбрали такой способ общения и о чем вам пишут жители, какие у них просьбы? Установлено 2 места, одно при администрации, одно на рынке. Еженедельно он скрывается. Несколько раз я был сам участником процесса открытия. Все письма рассматриваются. Есть здравые письма. Один раз речь шла о рынке. Просили сделать подсыпку, там, как время дождя, там слякоть. Письмо было переадресовано начальнику городского хозяйства либо Дмитрию Александровичу. И в течение 2-3 дней проект реализовали. Вот такие обращения попадают. И сейчас очередное пришло, где просят обратить внимание на автобус, который возит детей, что он там частыми поломками. Сейчас мы будем этим заниматься. А у вас создан совет, как он называется, совет самурзаканских абхазов, да? Недавно там сменился руководитель, выбрали более молодого. Да. Какими вопросами конкретно он занимается? Это общественная организация, она не при администрации, но она в районе. Это вот та категория граждан, о которой я говорил, это те генами и родом фамилии, которые абхазы, которые хотели бы вернуть вот это наследие. Там руководил долгое время Иналыпа по фамилии. Сейчас сменился, они сменили руководителя и назначен там молодой парень, с которым мы в тесном контакте. Я ему говорю, что ему немножко не хватает опыта. Когда-то все мы были молодыми, мы всячески поддерживаем. Это очень такая организация, в которой верят население, которая помогает. Я думаю, вот эти инициативы по паспортизации, возвращению исконных абхазских фамилий, это главная инициатива выходит от них. Мы эти все инициативы поддерживаем. Ну и завершая нашу беседу, я вам задам традиционный вопрос. Вы сможете мне назвать конкретно какой-то проект, который вы осуществите за конкретное время, чтобы мы к этому вопросу вернулись, скажем, через определенное время? Не скажу. Одного проекта нету. Это огромный комплекс работ во всех направлениях, касающихся всей социальной жизни каждого населения. Одного проекта тут нету. Мое дело сделать так, чтобы экономика в районе росла, чтобы социальный уровень людей повышался. Вот эти итоги вы мне проверите через годик. Константин Эдуардович, я вас благодарю за беседу и желаю удачи в работе. Спасибо. Спасибо, друзья.